Как сюда угодил, сам не знаю. В этот странно-загадочный край. Эх, Пицунда, Пицунда родная, на земле непридуманный рай. В этом солнечном вечном просторе. И откуда вся эта краса? То ли небо сливается с морем, то ли море идет в небеса. И в тумане незримой вуали от сердечных порывов дрожа в золотые тревожные дали безудержная рвется душа. И в бездонную синь небосвода тихо шепчет от счастья без сил: Бог, пожалуй, плохому народу эту землю бы не подарил. Это зря. И сейчас, и когда-то есть истина, как мир, что стара, от добра же не ищут добра. Ну куда ты, душа, ну куда ты? Да, конечно, не ищут, конечно, не ищут. Жизнь открыла надежды замок, ветер прошлого в памяти свищет, уводя от беды и тревог. Эй, Абхаз, у надежды во власти, дух мятежен, как крылья орла, так легко задохнуться от счастья, что свобода тебя обняла. Слышишь, шепчет былое угрюмо, в незакатное пламя зари со свободой расстаться не вздумай, а придется, то с ней и умри. Я в раздумьях у Черного моря, что-то шепчет морская волна, миг и вечность, и радость, и горе, и смешение яви и сна. Грустно, очень, пора мне в дорогу. До свидания, чарующий край. Я приеду опять в этот Богом, вам, абхазам, подаренный рай. Вот когда, я, конечно, не знаю, и судьба мою грусть не поймет. Эх, Пицунда, Пицунда родная, расставание с тобою не мед. Умар, вы пишете на чеченском, да? Нет, на русском. На русском. 95%. Я все стихи пишу на русском, и никто меня не переводит, я могу хоть кого сам перевести, но где-то процентов вот 5-10 моей работы я уделяю и чеченскому языку, и это чисто принципиально, что если я не знаю чеченского языка, нашу культуру не люблю, традиции, свою религию, ислам не уважаю, какой я чеченец. А прозу пишете? Вы знаете, я одну книгу, начал был роман писать. Я его назвал «Бейт в чам», по-чеченски, «Вкус травы». Что я хотел этим описать там? Это когда нас выселили в 1944 году, чеченцы, как и все остальные, не только чеченцы, а много было нас, выселяли. И мне рассказывали старики, мне было всего 3 года, 3,5 года, так маленький я был. И вот тогда, я это помню как во сне, и чеченцы, и другие, и карачайцы, и русские, украинцы выселены, траву ели, чтобы не умереть с голоду, траву. Лебеду у нас нечто называют, крапива. Ее и любую траву ели, и потом даже умирали от заражения. Чтобы не умереть ели. А когда уже мы вернулись домой, наши старики в своих садах, во дворах, огородах падали на колени и ели траву родной земли от удовольствия, что они вернулись домой. Это земля. Родной земли трава была. И вот я счел, кто от голода ели, и когда домой приехали, падали на колени, ели траву у себя, вот трогали. Вы родились в Чечне? Да, я родился в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Минута начала войны родился. И в 1944-м, возраст 3 лет, чуть больше 3, был выселен. В Чечне родился именно в селении Кулари, Урус-Мартанского района, Чечено-Ингушская АСР тогда. И через 13 лет, вкусив все вкусные плоды Сталина и Берии, вернулся домой. Уже не как враг народа, а как все-таки реабилитированный. Хотя потом возникали неприятные инциденты, и у нас находились мужественные люди, поэты особенно, которые говорили: нас не надо реабилитировать. Советская власть должна перед нами извиниться, просить у нас прощения, а не реабилитироваться. Потому что если был из 1000 человек один кто-то обрек, правильно? Или кто-то там как дурачок был, причем здесь вся нация. Ну, вы хорошо помните эти времена, да? 46-47 год, отлично помню эту голодовку.
помню, как на длинных мажарах увозили труп умерших чеченцев, ехала телега, два быка и телега, тогда коней и не было. Я как не забуду, я как сидел впереди, изможденный чеченец, сидел, погонял быков этих, и останавливался дома, и вот перед нашим домом останавливается, я помню, и крик слышу, еще ничего не вижу, крик. Кричат с улицы: «Эй, Данилбек!» Моего отца звали Данилбек. И он сразу встал, он был хромой, занимался, был сапожником мой отец. Шил он сапоги, тапочки, все шил. На этом мы жили. Он вставал, отряхал фартук кожаный, вышел, ну а я как пацан, мальчик любопытный, я бегом за ним. И вот выхожу, и сзади его за штаны держу, я так выглянул из-за него. Это стоит, это мажара, телега. Там всего лишь 2-3, значит, бревна, бруса. И здесь боковые редкие брусы, помните, как кавказские мажары. И придет изможденный человек. Вот так сидит. В нижнем белье даже штанов не было. Вот кальсоны, и это, одевать больше нечего. И в руке худой весь, и эти вожжи от быков управления. И то он поворачивается, старый уже, так шея загнутая, бородка большая, и говорит ему по-чеченски: «Шучу, авелеса гауи?» Спрашивает: «У вас есть умершие?» Отец говорит: «Ага, пока нету». Содавар, то есть я поехал и дальше. И вот телега когда двинулась, я никогда не забуду. Вот так висит, вот эти висящие руки и ноги так болтались. Тех трупов, которые взяли, умерших. А когда нас выселяли, это там уже было, как не помню, вокзал, где-то, по-моему, Новосибирск, нас через Сибирь, прям везде туда, в Казахстан. Вокзал. И вот гравийная как площадь, площадка около вокзала и около железной дороги. И вот штабелем, вот как внизу, как деревянный, под мост вот деревянный. На нем по 5 человек. Мужчины, женщины, так, 5 по 5 штабели были мертвых, чеченцев, ингушей. И мужчины, и женщины, скрюченные руки. И висят у молодых женщин длинные черные волосы, у седых, у старых седые волосы, впало глаза, острые носы. И никогда не забуду этого. И потом, когда я вырос, я говорю отцу, моему папу, говорю, мне уже было, наверное, лет 10-12, под восстание еще мы. Ну, где-то 50-й год, наверное, 9, вот 50-й, 51-й, Сталин еще живой. Я говорю: отец, это что было, когда мы ехали, вот это, в штабелях лежали? Он говорит: Умар, ты помнишь? А я говорю: валлахи, помню, Богом мы вспомним. Говорит: это же были, говорит, трупы людей. Как ты, говорит, помнишь? В горах Абхазии давно есть озеро, зовется Рица. Здесь воздух, свежее вино, почти пьянит, как говорится. Вокруг сосновый хвойный дух. Так жаль, что я здесь раньше не был. Самшит, бамбук, лебяжий пух плывущих облаков по небу. А вот и дача, хмурый вид и ряд колонн печально блеклых. Синеет молча небосвод, куда-то хищно смотрят окна. То редкий снег, то теплый дождь. Непредсказуема погода. Здесь жил когда-то грозный вождь, отец поруганных народов. Тот самый вождь, что был похож на суть Пандоры чемодана, и жизнь людей не ставил в грош от Воркуты до Магадана. На грани мира и войны уходит сердце в смертной дрожи. За 30 лет главой страны он столько судеб искорежил. Его коварная игра была жестока и без правил. Он был поборником добра для тех, кого в живых оставил. А те, кто не остался жив, лежат в земле, в затылке пуля. Когда-то их во рвы столкнули, на грудь ладони не сложив. А впрочем, Коба начинал тропу во власть лихим обреком, и потому, согласно веку, Наган, его был арсенал, причислен во враги народа. Как много лет прошло с тех пор. Я здесь, у этой мрачной дачи, вокруг сосновый тихий бор, и мнится, где-то память плачет. По убиенным без вины
и по надуманным наветам, какие здесь приснятся сны в гнездовье сизой мглы и света. Судьба 3 имени дала ему за жизнь, и это в силе Джугаев, Коба Джугашвили, чудовище и гений зла. Его правление – море плах. Убить любого мог за слово, что был такой в России, снова не приведи, не дай Аллах. И в 1956 году осенью на станцию Тюлькубас, это где-то, наверное, сентябрь, август или октябрь был месяц, там тоже тепло было в Казахстане вот в эти месяца. Не забуду, когда отец говорит, давай, и жене своей, моей матери, и детям, давай бегом, всех там. И брату младшему Пузалей говорит, окрикни всех там, давай, нас вызывают в парк на вокзале. Чеченцев. Говорит, а кого? Ногчи. И мы все пошли. И потом, оказывается, туда приехали многие из других сел, вокзал, вот такой стол небольшой, потом небольшой стул, чтобы подниматься. Поднимает русский мужчина, очень симпатичный, бобриковый пальто на нем, воротник бобриковый, помните, наш военный пальто, и папаха. И он это поднялся по ступенькам, снял ту шапку свою, расцеловал пальто. И говорит, уважаемые чеченцы, ингуши, я удивился, доктор, стали уважаемыми, чего бы это? И он представился. Я, говорит, как он сказал, по-моему, и я инструктор ЦК КПСС, говорит. Коммунистической партии Советского Союза. Я признан из Москвы, говорит, мы каждый высланы, во все районы высланы чеченцы, ингуши, что он объявить, говорит, советская власть приносит глубокие извинения, прощения вас просит, говорит, и считает, что ошибочно было ваше выселение. Я вам должен это, говорит, сказать, для этого я приехал. Начиная с 1957 года вы будете все возвращены домой. И вот там такая радость, мужики сходят, утирают, бабы плачут, девчонки, интересно. И я не забуду, как один старик сидел, акация была толстая, лет 90 было, прямо у входа в клуб. Он так на полу сидит, и акацию обнял головой об акацию, так бьется, а потом молодые подходят, говорят, ты что? Я не помню сейчас имя, я же ребенка, ты что, говорит, ты делаешь? Он говорит, и он повернулся, и он плачет, и говорит, у меня слез, говорит, нету, говорит, я наконец-то вернусь к своей родной земле, я там умру, говорит. Представляешь, вот радость старика, там пусть меня похоронят, говорит. И только потом с годами, Инна, я осознал вот это все, что бывает с возрастом, как вот у вас Апсны и Апсуара, так у нас Даймох, Родина, и Нохчу, чеченцы, и Кодекс чести. Как вы пережили последнюю чеченскую войну? Да очень трудно. В последнюю чеченскую войну в 1999 году у меня убила супругу, в 2000 году убила мать, был сам, два пальца только работают, 2 здесь, так, посеченная, и не работает, рука половина не работает. Ну как, пережили, погиб отец через 5-7 лет от 2 осколков, которые в сердце вошли ему, умер брат от бомбардировок. Сколько? Ну, больше 200 тысяч человек погибло, чеченцев. Но надо сказать то, что есть. В моем возрасте не хитрят. Я считаю, что обе чеченские войны, вот эти войны, что были, в этих войнах виноват Ельцин. Этот провокатор виноват. И хорошо, что это не комплимент Путину, а констатация факта. Ну, как только Путин пришел, сразу нашли Ахматаджи Кадырова, нашли людей. Мир? Да, мир. Вы войны не хотите? Не хотим. И мы войны не хотим. Мы, Россия. Ахматаджи, пожалуйста. Вот тебе управление, вот что дело, я тебя поддерживаю. Почему-то Путин смог устроить мир, а тот не мог. Я очень рад, что мы находимся в России. При всем уважении я не хочу ни в Турцию, ни в Европу, ни в Америку. Мне не надо. Меня – это плохая Россия, моя страна, это плохая Чечня, моя родина. И если кому-то это Абхазия кажется плохой, нехороший, я скажу, это нехорошая Абхазия, мои братья. Не трогайте их, ради Бога. Умар, вас много печатают? Ну, да, меня, конечно, печатают, да. Ну, много, немного, но печатают. Книги издают. У нас сейчас председатель Союза писателей Кантай Ибрагимов. Он академик, он доктор наук, дважды, по-моему. Очень интеллигентный,
очень информированный мужчина и человек. Его отец был у нас президентом Академии наук Хамзат Ибрагимов, а это его сын. У нас вот с его приходом на деньги, которые выделяет ему, именно Кадыров Рамзан, не жалеет для писателей. А его номинируют, да, в Нобелевскую? Его номинировали. Ваши песни поют у нас в Абхазии, да? Вот расскажите об этом. Пел имам Алиев Султанов, вот этот, допустим, «Шамиль, остановись, иначе при мне кремневый пистолет», еще там разные есть. Последний шторм на каменные стены. Идут бесстрашно царские полки. Имам отважен, золото измены. Сильнее, чем амудинские книги. Сильнее, чем отвага Пайсангура. Без глаза, без руки, без ноги. Он хрипло шепчет и скоро на ссору. На горят лучах трехгранные штыки. Нет, наши руки не ослабли. Мы отдыхаем топоры, а наши кованые сабли еще достаточно остры. С Владиславом Арцембай, мы были знакомы. И видит Бог, видит Аллах, я не водил его, с ним сам заходил и к Джахару Дудаеву, и к Шамилю Басаеву, и к Масхадову, и к другим товарищам было. Да, это заслуженный комплимент. Это был очень прямой Арцембай, очень простой абхаз, знающий, что он делает, планирующий все свои действия, и очень воспитанный человек был. И я не совру, его же нет в живых, Царство Небесное, он обязательно, вот через каждые 3-5 минут должно было звучать слово «Абхаз» или «Абхазия», честное слово. Через 3-5 обязательно слово звучало. И я делал, вот, он очень любил и вас, свой народ, и любил эту землю. И мы с ним часто говорили, разговаривали, встречались, и имамом, мы с имамом ему, он пел, мы с ним слушали вместе, любил он. И он и меня, привычка была, за колено, меня, имам так, по колено. Спасибо, ребят, как хорошо ты написал, говорит, и как хорошо ты поешь, имам говорит. Почему ему очень нравилась эта песня имама, как он пел. Вас награждал сам Арцембай? Стоял рядом, и другой абхаз меня награждал, это было. Много помогали, говорят. Ну, как мог. Я себя, говорю, не хочу, но, как говорится, видит Бог, сколько я помогал, остальное меня не волнует. Про племянника расскажите. Его звали Аслан Яричев. Но здесь мы давали задание, уходил туда, приносил, привозил. Ну, я не знаю, задание или оружие, или то, что надо, бумаги, или другое, или продукты. Все он делал. И воевал, потому что он там знал все хорошо. И сюда он делал. Это все гласно делать нельзя было, вы знаете, так вроде и не гласно, но делал. Я совершенно не сожалею, хотя это мой племянник, я рад, что он исполнил долг воина мужчины. Остальное будет Богу угодно, Богу видно будет. Из абхазской литературы вы что-нибудь читали? Я знал Фазилия Искандера, как вот в ряду с кавказскими писателями. А много ли у вас вот писателей, которые пишут на родном языке? Очень много. У нас много пишущих на русском, но настоящих поэтов, писателей мало, как всегда, в издательстве бывает. Еще, по-моему, говорил Владимир Солоухин. Обычно поэзия – это стихи, но далеко не все стихи поэзия. Это можно глупости писать на абхазском, на чешском, правильно, глупости писать, на любом языке. Поэзия, она всегда поэзия. На каком языке она не была. Вот, пожалуйста, сейчас я перед вами сижу, я чеченец, я сейчас с добром, с удовольствием вспоминаю великого Фазилия Искандера. Он же не чеченец. Он, по сути, как происхождение, никто мне. Он абхаз, я чеченец. Правильно казалось бы. Так нет. Вот он писал, его разговор, его содержание, меня это брало за душу. Значит, оказывается, не дело в том, что написано, а как написано и кем написано. Мне уже объясняли значение двух слов «апсны» и «апсуара». Кодекс чести. Ну, у чеченцев это даймох – родина, даймох – земля отцов. И конахала, конах у нас мужчина, конахала тоже как мужество.
Это достоинство, то есть тоже кодекс чести, понять такое. А Нохчи обозначает чеченцы. Родимая Апсны и Псуара – два главных значения для Абхаза. Как для Нохчо, Даймох и Хуаннахалла – значения, не терявшие ни разу. Мы два народа, близкие недаром, сквозь бури жизни проходили вместе, были Хуаннахалла и Апсуара для Нохчо и Абхаза кодекс чести. Нохчи на этой горестной земле платили жизнью за ее свободу в пылающей огнем смертельной мгле, как воины, сыны других народов. Земля абхазов, ты нам дорога, отважная по духу, как и прежде, и отличаешь друга от врага, и, как всегда, верна своей надежде. На мирные дела, а надо в бой, в любые времена и хоть откуда. Абхазия, Нохчи всегда с тобой. Есть и были, и всегда прибудут.